14 часов 4 минуты московское время. Анна Метновецкая у микрофона. В гостях у нас сегодня Игбаль Дюрре, политолог, кандидат исторических наук. Игбаль, я вас приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте. Но вы вернулись из Стамбула, правильно я понимаю? Да, правильно. Когда? Правильно. Когда? Я вернулся вот позавчера, как раз следующий день после попытки переворота. Как? Можно сказать, что вы бежали или это было так запланировано? Нет. У меня билет был куплен уже месяц до этого. Ну, так просто получилось. Так сложилось, да, просто так сошлось. Да. Ваши последние новости из Стамбула, ну и из Анкары тоже это сейчас интересует, естественно. Вот я смотрю на лентах, в первую очередь, конечно, обвинение 99 мятежным военным генералам, и пишут местные еще СМИ о том, что оппозиционера Гюлена лишили пенсии в Турции. Но эта информация не столь важная, разумеется, я имею в виду, что касается пенсии. Да. Но в остальном, как там ваши друзья, ваши коллеги, как вообще вот есть ощущение, что успокаивается потихоньку или еще нет? Да, есть ощущение, что все успокаивается, правда, все не прошло так быстро, да, и не все спокойно, как хотелось бы, но опасности как таковой нету, и обычная жизнь в Турции продолжается. Но не для тех, кто симпатизирует Фетхуллаха, конечно. А их много таких? Но, видите, опыт показывает, что их много, особенно в армии, и не только. Ну, как сказать, много. Понимаете, если бы их было действительно существенное количество, они бы поддержали вот этих вот военных. Ну, я постараюсь объяснить. Вы постарайтесь, да, и опишите вообще что происходит. Быть может, даже с предысторией. Конечно. Смотрите, есть, во-первых, две теории заговора, да, как все это произошло, и есть то, что события, свидетелем которых я стал. Давайте начнем с заговора. Это первое, то, что все-таки дело в том, что многие считают, что это дело рук Эрдогана. Вначале так считали, но для меня эта теория неприемлема, потому что в турецкой армии есть несколько течений, да, одно из них проэрдогановские, другие профетуллаховские, а есть там светские, то есть кемалистические, да, и Эрдоган, находясь в Мармарисе, далеко от всего центра этих событий, не мог контролировать армию, которая состоит из 700 тысяч военных, и кроме этого я увидел выражение его глаз, я не видел в них человека, который контролирует полностью ситуацию. Так что это не дело... что он был искренне растерян? Да, и я хочу сказать, что видно было, что это не дело его рук. А вторая теория, как многие считают, некоторые считают, что это дело рук больших держав и транснациональных корпораций, международных негосударственных организаций, чтобы припугнуть Эрдогана, чтобы тот не стал как кость в горле на пути их проектов в регионе. Ну, что вполне вероятно, мне кажется, что это более логично, чем первый вариант, но так как у меня нет доказательств, я глубоко комментировать эту теорию тоже не могу. Но я могу по фактам и по своему опыту комментировать хорошо, почему это Фетхуллах. Да? Чтобы мне объяснить это, надо понять, кто такой Фетхуллах и почему это сейчас происходит, и как это так получилось, что целая система безопасности такой страны, как Турция, не увидела все этого. Да? Объясню. Дело в том, что движение Фетхуллах – это движение, которому почти полвека. Да? Значит, это один из ярких символов теории турецко-исламского синтеза, который в свое время, особенно после последнего переворота в 1980 году, был поддержан именно самим же государством, который, кстати, дальше Эрдоган тоже стал их поддерживать, и они стали Эрдогана поддерживать. Эрдоган не без помощи их пришел во власть, в том числе. Но потом те вышли из-под контроля. Да? Как они действуют? Вы знаете, это судьба многих
людей, которые участвовали в этой попытке путча, да, переворота, я могу сказать, что предопределено было до того, как их родились, потому что это движение очень охотно, во-первых, поддерживает и рекомендует вот браки между теми, кто их симпатизирует, кто их поддерживает. Да. Потом дальше эти же люди, дети учатся в их школах, дальше в их университетах и потом оказываются в разных структурах государства. И не только, кстати, Турции. Да? У них основной лозунг, надо понять, что это происламское движение, так. У них основной лозунг толерантность, да, что позволяет им действовать крайне коварно. Это как вот вирус, который в начальном этапе практически невозможно заметить. Поэтому не зря вот их школы были несколько лет назад в России тоже закрыты и так далее. Подождите, а как толерантность связана, грубо говоря, вот с вирусом? Что это за... Почему вирус-то? А потому что толерантность их тактика, а вирус их сущность. Вот и все. Дело в том, что это движение, давайте скажем, почему это движение было создано. Почему? Да? Во-первых, чтобы это был создан, вернее, был поддержан государством больше, чем раньше, после последнего военного переворота в 80-м году, чтобы пацифицировать курдское национальное движение, чтобы развивать влияние Турции через негосударственные организации в бывших республиках СССР и не только в странах Африки и в других странах. Да? Это был такой метод, который использует не только Турция, это факт. Поэтому толерантность для такой организации это очень даже на руки, это их метод. Это интересно. Но, получается, прав, знаете, Мар Анкары, который говорил, что вот так много последователей у этого Гülена, что фактически это какое-то параллельное государство в Турции. Конечно, их много, но, к счастью, не так много, как им хотелось бы. Мы увидели, что после того, как они начали эту попытку, я думаю, что они собирались начать свою попытку чуть позже, но Эрдоган просто узнал несколько часов заранее об их намерении и сумел покинуть свое местонахождение, поэтому они начали чуть пораньше. Вот. Но мы увидели, что после призыва Эрдогана толпа вышла на улицу и противостояла их движениям. Это показывает, что их не так уж много. То есть, получается, это совсем не так все планировалось. Они хотели выступить позже, разведка донесла Эрдогану, он уехал из Мармариса, и им пришлось начать вот это выступление. Или да, не совсем? Это правильно. Так. Тут два момента. Первый момент, знаете, в Турции вот в августе, как обычно, должен собираться Высший военный совет. Да? Так, это регулярный Высший военный совет, который собирается под руководством президента. И все ожидали, что во время вот предстоящего этого совета Эрдоган должен был убраться с должности многих тех, которые сегодня вот участвовали в этой попытке переворота. Так. Конечно, они, чтобы быстрее действовать, приняли такое решение. Я думаю, что я был вот свидетелем последнего переворота в 80-м году, и до этого в Турции было 3 переворота. Они все обычно делают все ночью, чтобы легче контролировать ситуацию, чтобы легче взять под власть те структуры, которые надо взять под власть. А эти действовали чуть пораньше, потому что они не ожидали, что Эрдоган так быстро узнает, как быстро, относительно быстро, за несколько часов до него дойдет информация, что все-таки в этот день будет этот путч, и успеет покинуть свое место. Поэтому они не могли дождаться дальше, и они начали в такое время, как около 10 часов, это час пик, это очень неудобное время. Огромное количество людей на улицах, в кафе, на площадях. Поэтому я думаю, что изначально понятно было, что скорее у них не получится, потому что они успели взять под контроль только одно канал телевидения государственный, но почти все другие каналы действовали почти все. Там были инциденты, но в чрезвычайно обычном режиме, и все были против. И против были не только
вот большинства народа, и, как я уже сказал, большинства и элиты внутри армии в том числе, что, слава богу, привело к тому, что у них не получилось. Игбаль Дюре у нас здесь в студии, политолог, кандидат исторических наук. Мы сейчас будем делать небольшой перерыв, я расскажу вам о свежих новостях. Ну и после этого, конечно, продолжим. Ваши вопросы тоже принимаются, если что, 925-101-107 и 0. Это наш номер телефона, он же для связи посредством СМС, Вайбер, WhatsApp, Telegram, все у нас работает. За рубежами. 14:16 здесь Игбаль Дюре, политолог, кандидат исторических наук. Мы начали говорить о том, как развивались эти события в Турции, о предпосылках, о том, кто такой Гюлен Фетхуллах и кто его последователи. Но давайте вот по этому блоку пока еще ваши вопросы, а позже будем дальше двигаться. Как вас зовут? Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Артем. Артем, пожалуйста, спрашивайте. Ну? Уже эфир, да, идет? Разумеется, вы в прямом эфире, пожалуйста. Добрый день, господин Дюре. Скажите, пожалуйста, как курды, проживающие в Турции, восприняли эти события с военным переворотом? Вы знаете, вот в эту же ночь прокурдская партия в Анкаре тоже выступила с заявлением против этой попытки, и я хочу сказать, что я думаю, что многие среди тех, кто вышли на улицу против этих танков, против этих военных, тоже были курдами. Конечно же, у курдов есть свои проблемы, свои счеты с Эрдоганом, но это не значит, что они поддерживали бы, и, слава богу, не поддерживали, конечно же, такую попытку военный переворот, потому что во время всех предыдущих военных переворотов в Турции курды пострадали больше всех. А вы ведь сам курд по национальности, да, правильно я понимаю? Да. То есть вам это очень близка эта тема, и именно этот вопрос, и эти тонкости. Конечно. Наоборот, мы, курды, и все другие разумные слои общества Турции, хотим, чтобы в Турции развивался демократический процесс, а не наоборот. Вы жалеете, что не сняли Эрдогана, Алексей спрашивает? Нет, конечно. Я хочу, чтобы Эрдоган пришел в себя, и он стал тем, кем он был лет 7 назад, чтобы он стал президентом всех слоев общества и не напрягал дальше обстановку в стране. Вот и все. А я никогда не предпочел бы военных на Эрдогана. Это было бы глупо. Ваш гость говорит, слава богу, что переворот не удался. А может, он наоборот нужен? Может ли власть в Турции что-то поменять сейчас нынешняя? Вы знаете, как... Хороший вопрос. На самом деле, мораль всей басни такова, да? Эрдоган, наверное, понял, что мир поделен злом и добром, очень трудно в нем быть королем. Ну, разумеется, да. Но те, которые вот хотели делать переворот, они думали, что они короли ночной Вероны, да, но оказалось, что они совсем не короли. Писаны законы. Оказалось, к сожалению, вам придется продолжить отвечать просто на этот вопрос чуть позже. К нам сейчас подключается наша телевизионная студия как раз в эти минуты. Там работает моя коллега Оксана Кочкина. У нее есть к вам несколько вопросов тоже. Оксана. Мы успели, собственно, поговорить о том, каковы были предпосылки того, что произошло ночью 16 числа, кто такой Гюлен Фетхуллах и его последователи, чего они добивались все это время, а не только в последние несколько дней. Ну и еще был интересный один вопрос, как курды восприняли все эти события. Дело в том, что как раз-таки Игбаль Дюре курд по национальности, потом он хорошо знает эту тему и этот взгляд. И курды поддержали, правильно ли я понимаю? Поддержали Эрдогана? Да, они поддержали Эрдогана. Не из-за того, что у них все хорошо с Эрдоганом, из-за того, что у них всегда было намного хуже с военными. Ну что ж, действительно, тогда этот факт поразил всех. Вот мы только что, Игбаль, показывали зрителям историю жителя Стамбула. Он просто вышел перед танком и лег на землю. До этого эти же танки проезжают по машинам, по людям, но он их остановил вот этим вот поступком. Расскажите об атмосфере. Как сейчас вообще в Турции, какие настроения? Вы знаете, все довольны, что все-таки попытка переворота не удалась, и обычная жизнь продолжается.
обычная жизнь продолжается, но все люди ожидают, что же дальше будет. Ведь это идеальный шторм для Эрдогана, чтобы он мог совершить перестройку, да, все переделал в государство так, как ему хотелось бы, и все надеются на то, чтобы он не будет злоупотреблять этой возможности. Да. Всем понятно стало, что королеву выбирает толпа, но толпа – это штука коварная. Сегодня с тобой, завтра против тебя. Поэтому мы все надеемся, что он примет разумные меры, и он найдет возможность помириться со всеми слоями общества и решить и более гибко относиться к тем проблемам, которые стоят перед Турцией. Реально в Турции многие этого ожидают, потому что 50% поддерживает Эрдогана, но, извините, остальные 50% нет. То есть он должен найти общие языки с светско настроенным населением общества, и с курдами, и со всеми другими, потому что он может это делать, он имеет большой авторитет, если не он, тогда кто? Тем более, когда у него есть сейчас, ему открыты все дороги, все Тем двери. более, когда такая поддержка, Конечно. и просто обычный Конечно. житель может встать перед танком и таким образом остановить военных. Спасибо вам большое, Игбаль. Аня, благодарю. Хорошего С нами эфира, Оксана. был политолог Игбаль Дзюре. Моя коллега Анна Метновицкая. Продолжение их беседы слушайте на 107 FM. Игбаль, мы с вами остановились на том, собственно, может ли сейчас Эрдоган что-то переделать, что-то поменять, и вот вы сейчас с Оксаной тоже об этом говорили. Но, поддержка поддержкой, хорошо. Но что он делает? Он делает то же самое, что и последнее время. Закручивает гайки по максимуму. 99 генералов, это ладно, понятно, они участвовали в перевороте, разумеется, что их никто бы не отпустил просто так. Но ведь дошли уже вплоть до работников сферы образования, и 15 тысяч сотрудников отстранены от своих должностей. Они-то в чем виноваты? Дело в том, что, по его мнению, и, может быть, это правда так, но это надо еще доказать на суде, что они все связаны все-таки с движением Фетхуллах. Я уже говорил, что движение Фетхуллах развивалось не только внутри армии, почти во всех институтах страны. Поэтому, да, как я уже сказал, нынешняя обстановка Эрдогану дает большую возможность, вот, чтобы совершить такие действия. Ну, и поэтому я дальше и сказал, что мы все очень боимся, что он, как говорится, будет не перегибнет ли он палку, да? Мы надеемся, не озвереет ли он совсем? Мы очень надеемся, что он этого не сделает. И, скорее всего, он, знаете, это первая реакция, потому что он все еще, знаете, боится, я думаю, что не без оснований, что не все закончено полностью, да, и поэтому он действует так, как, наверное, в таких случаях действовал бы любой президент, но надо смотреть дальше, ведь многие из тех, которых арестовывают, да, потом отпускают. Это просто, наверное, первая реакция. Не важно сегодня, что происходит, важно, что будет через вот месяц, 2 месяца. Мне кажется, что он все-таки понимает, что нельзя дальше так напрягать обстановку в стране. Я думаю, что грядут большие перемены в Турции, и надеюсь, что они положительные. 81-й спрашивает, Эрдоган с сыном продолжает у ИГИЛ нефть караванами покупать? Я думаю, что сейчас Эрдогану не до этого. Вы знаете, вот хороший вопрос, почему? Да, правда, ему пора задумываться. Знаете, вот ИГИЛ, ну или другие террористические организации, которые всем известно, что он поддерживал, да, сегодня видим, что ударяют по Турции, да. Я уже объяснил, кто такой Фетхуллах и против кого они были поддержаны. Да, и те, и другие в основном были против курдов поддержаны в свое время, а мы видим, что в конце концов они ударяют по самой же Турции. Ну, конечно, многим в ум приходит, ну, неужели не легче ли с ними договариваться, да? Тем более, как опыт показывает, что в трудных моментах курды всегда поддерживают территориальную целостность Турции и не идут
на какие-то резкие шаги с теми, кто идет вот против государственности Турции. Я думаю, что именно так и будет. Мы сейчас увидим в ближайшее время изменения политики Эрдогана по Сирии. И я думаю, что положительные шаги будут сделаны внутри страны тоже. 88-й интересуется. Эрдоган знает, что другие предполагают, что все это просто фейк. Как он сам это комментирует? Что это был не настоящий переворот, а вот такой спектакль разыгранный? Ну, я уже ответил на это. Это не похоже было на спектакль. А что сам Эрдоган говорит? Эрдоган не комментирует ничего, да? Нет, конечно, он это считает реальной попыткой переворота. Естественно, он поэтому сейчас требует от США, чтобы они выдали Фетуллаха обратно. Я думаю, что... Вы знаете, Эрдоган, и не только Эрдоган, многие ожидали, что что-то такое произойдет. Это не новость. Но никто не ожидал, что это произойдет именно вот в этот вечер. Да, в этот вечер, да. И в эту ночь. Игбаль Дюре, политолог, кандидат исторических наук, у нас здесь в студии. Мы договорились, что он может позволить себе немного задержаться у нас. Поэтому после новостей мы еще вернемся, минут 10-15 поговорим. Вы зададите свои вопросы. Ну а пока информационный выпуск. «За рубежами». 14:33, здесь еще на 10 минут. Игбаль Дюре, политолог, кандидат исторических наук. У меня осталось несколько вопросов. Я думаю, у вас тоже. 925-101-107-0 – это наш номер телефона. Если что, можете пока в формате СМС, ну или звоните, может быть, успеем. Дело в том, что власти Турции вчера подтвердили, что среди военнослужащих, которые пытались совершить госпереворот в стране, были двое летчиков, которые в прошлом году сбили российский Су-24 на границе Сирии. Это, конечно, снимает с Анкары вроде бы всю моральную ответственность за тот трагический случай. Вы принимаете эту версию? Да. Я уже 7 месяцев говорю во всех теледебатах о том, что эта ситуация, инцидент с самолетом все-таки был вне контроля Эрдогана. Это и так было видно. Ему не было смысла делать такой шаг, когда у него были такие прекрасные отношения с Россией. Тем более ни с кем другим у него сейчас нет таких отношений. Но и тогда не было. Если на тот момент у него действительно были такие потрясающие отношения с Россией, и это была не его вина, почему же он сразу об этом не сказал? Вы знаете, да, это разумный ответ, но вопрос, на который у меня есть ответ, потому что он все-таки президент страны, и тот день ему, наверное, как любому президенту, было бы сложно сказать, что я в стране не все контролирую. Я не все знаю. Я не все знаю. И за что у меня отвечает. Да. Но вместе с тем ведь довольно жесткое было поведение. Он не желал извиняться. В итоге извинение пришло спустя 6 месяцев, и оно было тоже таким не очень понятным извинением. Еще долго спорили насчет того, как можно переводить это слово «извини» как «прости» или как «мне жаль». Не обессудьте нас. Вот так можно переводить. Вот так, да? Да. Но это все равно одна из форм извинения в турецком языке, так что это извинение все-таки. Но я бы не сказал, что он с первого дня так жестко реагировал, то есть выступал. Нет, он непонятно выступал. Во всех его выступлениях было понятно, что видно, что он все-таки очень жалеет, что так произошло. Но не надо забыть, что это страна НАТО. Да? Турция очень тесно связана с НАТО, с США. Ожидать, что в таких критических моментах, когда у Турции такая сложная ситуация, она оказалась вне игры на Ближнем Востоке, что он мог самостоятельные, более смелые шаги в отношении России, наверное, было бы наивно. Да? Но он этого не мог делать. Но он нашел в себе возможность и силу это делать вот сейчас, недавно. Ну и хорошо, лучше поздно, чем никогда. Это был один из его самых разумных шагов, который он совершил за последние годы. Я имею в виду, вот когда он извинился. Как раз, кстати, получилось ему как раз на руки именно сейчас хорошие отношения с Россией. Я бы, как вот здесь со стороны России, отменил бы все санкции коммерческие тоже. Это был бы ему хороший подарок. Так их, вот их и так сейчас отменяют. Отменяют. Вот надо быстрее, чтобы он радовался, хоть что-то радостное было для него. Так, давайте отвечать на вопрос наших слушателей. 925-101-107-0. Как вас зовут? Алло. Николай, прошу вас. Здравствуйте. Вот мне хотелось бы верить, что господин Эрдоган не знал о том, что делают его летчики, но не верю. Вспомните, что предшествовало этому. Постоянно наша авиация нарушает воздушное пространство Турции и так далее и тому подобное.
я на 100% уверен, что это спланированная акция, которую господин Эрдоган контролировал. И говорить сейчас о том, что он не знал, быть такого не может. Давайте отвечу. Отвечайте, пожалуйста. Сейчас, я не знаю, вы знаете или нет, главный обвиняемый в этом перевороте, в попытке, бывший начальник военно-воздушных сил Турции. Так. Не знаю, это для вас о чем-то говорит. И именно во время его начальства были очень много других сомнительных шагов. Допустим, была атака на мирных жителей в городе Робоски в курдской части Турции. Тоже реакция Эрдогана была тогда тоже такая же, как как во время инцидента с российским самолетом. Тоже всем понятно было, он что-то недопоминает. Вы зря недооцениваете силу тех течений, которые находятся внутри армии турецкой, да, и которые не совсем любят и понимают Эрдогана. Но это просто настолько странно, если вот сейчас идут такие мощные чистки, почему нельзя было их провести еще тогда, например, когда произошел этот инцидент с курдским населением? Нет, конечно же, тут есть очень много вопросов, если больше, чем ответов, естественно. Естественно. Может, тут можно уже фантазировать как угодно, может быть, шел там процесс торга, может, он хотел как-то с ними найти общий язык, мы это потом узнаем. Но вот эта попытка показывает, что он все-таки не все контролирует. Но мы все понимаем, что сейчас никто не может в нынешних условиях контролировать все, да. Армия 700 тысяч, да, в Турции. Мы в семье, 4, наша семья, и не все я контролирую порой, понимаете? Тут думать о том, что Эрдоган там все контролирует, это нет, это неправильно. У вас разные функциональные обязанности, не сравнивайте. Генсек НАТО Столтенберг тут заявил на днях, что у членов Альянса не должны происходить военные перевороты. Это означает, что над Турцией нависла такая достаточно серьезная угроза исключения из НАТО. Рискнет Альянс распрощаться с союзником? Нет, конечно. А зачем тогда? Что он имел в виду, когда сказал, что у страны, которая входит в Альянс, не может быть военного переворота? Вот о чем я говорил в начале. Это такое предупреждение, может быть, как второй у меня как в начале был, да, вторая теория заговора, да, чтобы он задумался чуть-чуть и пришел в себя, Эрдоган лично, да, чтобы делал нужные выводы, и все. Но он нужен, потому что сейчас в Турции не очень простая ситуация, и такой лидер, как он, я имею в виду, имеющий такую поддержку, именно он не может вывести из этого кризиса. Он туда страну привел, и он оттуда и выведет. Вот так. Наталья спрашивает, выдаст США Фетхуллаха или нет? Я думаю, что да, потому что он уже законченный проект для меня. Да, я так считаю, да. Насчет вопроса от Татьяны, 66-й, что будет с российскими туристами, когда возобновятся рейсы и продажи туров. Татьяна, я думаю, что не к Игбалю этот вопрос, скорее всего, к туристическим властям. Нет, дело в том, что туристы сейчас как последний из могикан для Турции, да, я думаю, что их будут беречь, любить, и вообще с ними все будет хорошо. Носить на руках, носить пулинки. На руках, как раз они будут проживать лучшие времена. Ну что, давайте еще ваши вопросы теперь уже телефонные. Как вас зовут? Алло, здравствуйте, пожалуйста, представьтесь. Вы в эфире, здравствуйте. Добрый день. Добрый. Меня зовут Виктор. Вот мы много сейчас говорим о Эрдогане, как он придет в себя, что будет. А что будет, собственно говоря, с турецкой армией? Как она все эти события переживет? Будет она единой, боеспособной? Спасибо. Спасибо вам. Конечно, турецкая армия выйдет из этой ситуации. Дело в том, что турецкая армия уже не будет иметь значения для политической жизни Турции, какую она имела раньше. Все-таки ведь мы все понимаем, что всегда военные были выше политических сил. Вот я думаю, что позавчерашним днем этот этап закончился. Еще вам дам слово. Алло, как вас зовут? Да, здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Алексей, прошу. Да, я бы хотел напомнить вашему уважаемому гостю, что Ахмед Давутоглу был бывший премьер-министр. И по линии МИДа высказывались предупреждения Андрею Карлову, российскому послу в Анкаре,
то, что турецкая армия и турецкая сторона будет соответствовать с действиями военного времени в отношении российскими ВКС, если они будут нарушать воздушное пространство. И вы говорите об извинительном письме. А не инициатива ли Эрдогана по поводу этого письма, которое было непосредственно за несколько дней до Варшавского саммита, направить военно-морские силы НАТО для противостояния российскому флоту в Черное море? Спасибо большое. Вы знаете, вопрос сложный. Я хочу сказать, что, естественно, я хорошо помню этот разговор между Путиным и Эрдоганом в Анталии за несколько дней до инцидента, да. Дело в том, что, а как вы ожидали, чтобы они сказали, что любое государство может пересекать наши границы, и мы никаких мер не будем предпринимать? Вы понимаете, в чем дело? Вот Эрдоган же пытался как-то дозвониться до Путина, он пытался с ним как-то связаться. И вот вместо того, чтобы говорить о том, что мы будем сбивать все самолеты, которые нарушают наше воздушное пространство, логичнее было вот сюда усилия направить, все-таки дозвониться и, может быть, в каком-то закрытом разговоре признать, что я действительно упустил какую-то нить, и вполне возможно, что это сделали люди мне подконтрольные, но без моего разрешения, потому что я не давал его, например. Конечно. Я сомневаюсь, что российский президент стал бы на весь мир кричать о том, что Эрдоган не держит ситуацию под контролем в своей стране. Сомневаюсь, честно. Вы знаете, но они делали не это. Я знаю, что он не делал это. Я всегда говорю, что ему не надо было звонить +1 202 Вашингтон, а +7 495 Москва. Да? Я об этом всегда говорю. Почему он это так сделал? Потому что я думаю, что вот он не решился, потому что он все-таки Турция, это очень сильно зависимая страна от НАТО. Может, испугалась, может быть. Да. Вполне себе такое возможно. Да. Можно ли приобрести недвижимость в Турции сейчас по низкой цене? Или пока подождать? 02 спрашивает, коротко ответьте. Пока подождать. Пока подождать. Подождите, пока 02. Спасибо, что пришли к нам. Игбаль Дюре, политолог, кандидат исторических наук, у нас был в гостях. Даже немного задержался, что очень приятно. Вас я отпускаю, сейчас вас проводят. А мы будем быстро смотреть свежие новости последние. После этого